Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Начнем с происшествий в нашем регионе. Нервный мужчина разбил телефон своей знакомой. Женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что подозреваемый приехал в Якутск из близлежащего района и не имеет постоянного места жительства в городе. В день происшествия он пришел к своей знакомой домой, но из-за того, что было раннее утро, никто долго не подходил к двери. Когда хозяйка квартиры все же впустила его, тот начал предъявлять ей претензии из-за того, что она долго не открывала ему. Во время возникшей ссоры женщина сообщила, что собирается позвонить в полицию. Тогда злоумышленник выхватил из ее рук смартфон и разбил его об стену, после чего покинул квартиру. За свою выходку мужчине грозит до 2 лет лишения свободы. Нерюнгринские врачи-наркологи бьют тревогу. На прилавках магазинов южной столицы появился никотиносодержащий продукт, который оказывает вредное влияние на все системы организма. Буквально вчера силами правоохранителей и Роспотребнадзора прошел рейд, в ходе которого было досмотрено 14 торговых точек и изъято из оборота 186 упаковок никотиносодержащего продукта. О том, как данное вещество попадает на прилавки и какую скрытую угрозу несет в себе, на месте попытается разобраться наш коллега Сергей Козюра, который находится на прямой связи. Сергей, добрый день, тебе слово. Да, Юра, приветствую тебя. Вот ты знаешь, я тут представил, как бы я начал данный стендап под действием этого вещества. Наверняка, закатив бы глаза, считал розовых слонов, воображая себя турбобоем. Ну так это я, взрослый человек, предпочитающий классику, 25 водочки под борщичок. Ну а что происходит с организмом подростка? Наверняка многие уже видели из видеоролика, который гуляет в социальных сетях. Так вот, насколько легальна продажа этого вещества на прилавках Нерюнгри, мы узнали у главного врача Роспотребнадзора по Нерюнгринскому району Сергея Воробьева. И вот что нам сказал по этому поводу. Такая продукция, она не регламентируется ни законом о табакокурении. Если снюс, то есть табакосодержащая продукция по определению данного закона, он полностью запрещен для реализации, для оборота в Российской Федерации частью 8 статьи 19 данного закона, то вот эта продукция, которая табака напрямую не содержит, а содержит только вытяжку никотина, либо химический никотин чистый, она уже под определение данного закона не подпадает. Соответственно, ее реализация на территории Российской Федерации не запрещена. Ну так вот, а какое пагубное воздействие, прежде всего, на здоровье, тем более ребенка, возымеет это вещество, мы узнаем сейчас у заведующего наркологического диспансера по городу Нерюнгри Костарева Петра. Петр Юрьевич, добрый день, вам слово. Ну, это никотиновые смеси, которые оказывают пагубное воздействие, потенциально опасно для здоровья детей и подростков. Тем более психика детей не сформирована. Приносят пагубное воздействие, прежде всего, это слизистая полость рта, на желудочно-кишечный тракт с повышенной кислотностью. Но самое главное, это воздействие на центральную нервную систему, вплоть до провоцирования различных судорог и на дыхательный центр до остановки дыхания. И нарушение психической деятельности. Это нарушение поведения, повышенное настроение и плюс сексуальная расторможенность. А вот на этой неделе, на той неделе нам обратились родители с 3 подростков именно с этими симптомами. Мы провели им диагностику и выявили на этом никотиновая зависимость. Хотя в таком возрасте такие дозы никотина не должны были превышать. Петр Ильич, спасибо большое. Ну, надеюсь, что данная информация оказалась весьма полезной. У меня все к этому часу. Юра. Да, Сергей, спасибо большое. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент из Нерюнгри Сергей Козюра. В Якутии в отношении сразу 2 матерей ведутся расследования. Случаи произошли в разных уголках республики, но объединяет их одно. Обе женщины не выполняли свои основные обязанности и не заботились о своих детях. Подробности в следующем материале. 11 декабря на личный номер начальника службы участковых поступил тревожный звонок. Работник администрации сообщила, что недалеко от метеостанции «Восточная», находящейся на границе с Эмиконским районом, вероятно, погиб ребенок. Участковый срочно позвонил на метеостанцию и выяснил, что около 5 утра к ним прибежала заплаканная женщина из ближайшего оленеводческого стойбища и попросила о помощи в розыске потерявшегося 6-летнего ребенка. Часть работников метеостанции выдвинулась на поиски мальчика. Одна из работниц сообщила в районную администрацию и оставалась на связи. Получив информацию, участковый немедленно проинформировал о случившемся дежурную часть. На место происшествия, расположенное в 270 километров от поселка Хандыга, выехала следственно-оперативная группа в составе сотрудников Следственного комитета и полиции. Также с правоохранителями выехали сотрудники районной администрации.
Из населенного пункта «Теплый ключ» в оленеводческое стадо были направлены дорожные работники для прочесывания местности вокруг метеостанции и находящегося в 7 километров от нее кочевья оленеводов, откуда и пропал мальчик. Прибыв на место, следственно-оперативная группа опросила 37-летнюю мать для уточнения обстоятельств пропажи ее малолетнего сына. Выяснилось, что отсутствие ребенка в кочевье женщина обнаружила после протрезвления, которому предшествовали 2 суток распития алкогольных напитков. Поисковая группа прочесывала склоны близлежащих гор и тайги. Пробирались к каждому предмету, отдаленно похожему на силуэт лежащего на снегу ребенка. Затем в ходе опроса мать вспомнила, что в стойбище ее навещал родственник. Полицейские связались с другим оленеводческим хозяйством и выяснили, что, к счастью, ребенок находится там в безопасности. В настоящее время мальчик направлен в реабилитационный центр для несовершеннолетних в поселке Хандыга. Сейчас в отношении матери проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Не менее страшная ситуация сложилась в Сунтарском районе. В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. По сообщению прокуратуры, мать 6 несовершеннолетних детей ранее 7 раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родителям несовершеннолетних обязанностей по его содержанию и воспитанию. Также неоднократно привлекалась к ответственности за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. В отсутствии дома матери, ее должной заботы, все 6 детей неоднократно поступали в Сунтарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Она не обеспечивала их сезонной одеждой, школьными принадлежностями. При выезде с ребенком с ограниченными возможностями здоровья на обследование в Якутск она оставляла его в лечебном учреждении без указания своих координат, злоупотреблением в дальнейшем спиртными напитками. В настоящее время, по заявлению органа опеки и попечительства, мать лишена родительских прав. Дети переданы под опеку. Отец детей по приговору суда отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима. В Намском районе поймали угонщика. В полицию обратилась хозяйка машины. В течение нескольких часов после сообщения об угоне автомобиль был обнаружен, а подозреваемый был установлен. Им оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 27-летний мужчина. Выяснилось, что вечером женщина приехала в соседнее село к родственникам. Припарковав автомобиль, она оставила его заведенным двигателем. При этом женщина не заперла двери, так как оставила брелок от сигнализации дома. В это время мимо проходил подозреваемый. Он подошел к автомобилю и обнаружил, что он не заперт. Воспользовавшись этим, злоумышленник свободно проник в салон и уехал на чужой машине к своей знакомой. Через какое-то время автомобиль был обнаружен инспекторами ГИБДД возле многоквартирного дома, где в одной из квартир находился сам подозреваемый. Машина возвращена хозяйке в исправном состоянии, а вот мужчине грозит срок до 5 лет лишения свободы. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.